День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги уходящей недели, мы вспомним, как якутяне провели эти дополнительные нерабочие дни. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. Здравствуйте. Многие их ждали, многие не очень, но тем не менее в Якутии с 8 ноября режим нерабочих дней отменен. Соответствующий указ накануне подписал глава региона Айсен Николаев. В ходе прямого эфира накануне в соцсетях он отметил, что объявление выходных дней, введение дополнительных ограничительных мер, допуск в учреждения культуры и общепита по QR-кодам дали положительный результат. За последние дни снизились темпы роста заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Сейчас важно закрепить достигнутый положительный эффект, поэтому с 8 ноября вводится система допуска по QR-кодам в общественные места. Открываются все предприятия, в том числе на объекты торговли, спортивные залы, организации сферы услуг. Ну а школьники Якутии переходят на очное обучение с 8 ноября. Распоряжение касается всех классов с 1 по 12. Такое решение было принято приказом Министерства образования и науки республики. Муниципальное образование, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, самостоятельно принимают решения о формате обучения в школах. Кружки, секции, дополнительные занятия, школьные и внешкольные мероприятия, вне зависимости от форм собственности, по-прежнему запрещены. Разрешены только индивидуальные занятия, например, репетиторство. Также с 8 ноября возобновляется действие транспортных карт на общественном транспорте для всех учащихся. Тем временем Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил в учебных заведениях до 2024 года. Нормы в условиях пандемии предполагают запрет на мероприятия с участием нескольких классов или групп студентов. Предписывают измерять температуру на входе в здание, проводить усиленную уборку и обработку помещений. При этом решение об очном или заочном порядке обучения принимают региональные власти, а не Роспотребнадзор. Отметим, что ранее подобные правила для образовательных учреждений должны были действовать до начала следующего года. Ну и актуальным стало то, что в столице региона успешно стартовала акция «Ночь вакцинации», которая продлится до конца этой недели. Так, в зданиях цирка и Русского драмтеатра работают прививочные пункты. Каждый желающий может привиться или пройти ревакцинацию от ковида без записи и прикрепления к поликлинике. Пункты вакцинации открыты в здании цирка с 17 до 22 часов, а в здании Русского драмтеатра с 21 до 24 часов. Желающим получить вакцину необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медстрахования. Организация очень хорошая, потому что это вечернее время с 5 до 22 часов. Это удобно, во-первых, и организация, конечно, бесплатная, поэтому с удовольствием в центре города, в цирке. Побольше бы таких, не только в цирке. Вот поэтому удобно и надо вакцинироваться, поэтому я подошел. А вы получаете первую вакцину или у вас ревакцинация? Я переболевший, поэтому у меня антитела есть и лайт хочу получить. В течение этой нерабочей недели республиканский волонтерский штаб помогает пожилым людям. По заявкам доставляют на дом продукты питания, помогают добраться до медучреждений столицы. Подробнее на работе столичных волонтеров расскажет Дмитрий Тымыров. Штаб волонтеров слушает. Каждый день Ирина принимает звонки. В дни локдауна многим нужно помочь приобрести и доставить продукты питания и лекарства на дом. В основном в помощи нуждаются пожилые люди. Тех людей, которые нам звонят, мы у них спрашиваем фамилию, имя, отчество. А также телефон, с которого нам звонят, потом адрес проживания. Вот, и потом мы спрашиваем, что они хотят у нас, что они хотят, чтобы мы привезли им, там хлеб или что-то еще. Звонков пока не так много, порядка 10 в день, но работы хватает. Помимо доставки продуктов первой необходимости, волонтеры перевозят и самих пожилых людей, например, на вакцинацию в медучреждения. Поэтому сегодня штаб особенно нуждается в волонтерах с собственным транспортом.
Есть волонтеры, которые помогают на своем транспорте, да, сопровождать пожилых на вакцинацию. И в районах это уже рабочее население, молодежь, которая не остается в стороне. Ну и сейчас особая потребность, конечно, нуждается в автоволонтерах. У людей, которые есть машины, могут присоединиться к нашему движению, тоже помогать по заявкам, чтобы быстрее заявки выполнялись. И сопровождались пожилые люди на диспансеризацию, либо на вакцинацию, получается. Волонтерский штаб был открыт в марте 2020 года. За это время здесь обработали более 40 тысяч различных заявок. Были привлечены 7 тысяч добровольцев. Штаб расположен, как и прежде, на Орджоникидзе 10. И все желающие присоединиться могут смело подходить по указанному адресу. Либо написать в социальной сети Instagram «Добро ЕКТ». А вот заявки, чтобы вам помогли, можете подавать по номеру горячей линии. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. С пришедшим хоть и небольшим, но похолоданием Ленское речное пароходство начало перевозки по маршруту Жатай-Техтюр. Рейсы осуществляются при сопровождении ледокола. Все подробности в материале Власия Сергеева. Перевозки по маршруту Жатай-Техтюр выполняет буксир-механик Курчатов с баржей Жатай-1. В целях обеспечения безопасного и беспрепятственного движения каждый рейс выполняется при сопровождении ледокола «Капитан Бородкин». Всякое может быть, да, ледовая обстановка, одним словом, да, форс-мажорные обстоятельства. Вот. Всякое может быть. И техника может поломаться. Все это, конечно, замедляет, чем работать-то летом. Состав готов курсировать круглосуточно. Это возможно благодаря вахтовому методу работы экипажа. Так, на механике Курчатове посменно работу ведут 11 человек. Сам теплоход перед выходом на рейсы прошел комиссию без каких-либо замечаний. Той зимой подготовили его, да, все отремонтировали полностью, капитальный ремонт всему провели. Все готовы, снабжение, все на бортах. Портконтролю предъявились вчера без замечаний. Готовы к работе. В первый день перевозок работа идет без конкретного графика. Состав отправляется в путь по факту заполнения баржи. В итоге первый рейс был осуществлен только во второй половине дня. Ну, у нас круглосуточные перевозки. Как по накоплению, да, отходили, подходили. Когда мало народу, да, у нас такого жесткого графика нету. Стараемся, конечно, полные паромы, чтобы загруженные были. Ну, хотя бы 80%, не менее. Перевозки по маршруту Жатай-Техтюр будут осуществляться до тех пор, пока на реке будут наблюдаться допустимые для этого климатические условия. Власий Сергеев, Артем Алексеев, Якутск. Несмотря на сложную эпидобстановку, перепись в республике идет полным ходом. Так, 80% жителей Намского района прошли перепись населения, в том числе в онлайн-формате через госуслуги. Отметим, муниципалитет в лидерах по Якутии по участию во всероссийском мероприятии. Как организована перепись и что нужно знать о переписчиках, расскажет Мадина Халикова. В первом хамустахском наследии уже с самого утра кипит работа. В стационарном пункте переписчики принимают посетителей и все с соблюдением ковидных мер. На входе измеряют температуру, выдают маску, если вдруг у человека ее не оказалось при себе. Процедура переписи не занимает больше 15 минут. В этом году у каждого переписчика планшет, где он заполняет переписной лист. Вопросы максимально простые. Мы входим в помещение, переписываем население и в конце дня все отчеты отправляем контролеру. Для всех переписчиков сдали планшеты. Планшеты очень удобно пользоваться. Все автоматически включается. Не надо там калькулятором все надо вести. Все сама планшет все автоматически справляется с этим. Контролеры проверяют работу переписчиков, чтобы и данные совпадали, и заполнение листа было верным. Перепись стартовала 15 октября, и Намский район за пару недель вышел в лидеры Якутии по участию во всероссийском мероприятии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы прошли перепись? Да, я прошла перепись через приложение госуслуги. Переписчику сообщили? Да, все отправила, и QR-код отправила, и то, что как прошла, отправила все. На планшет все село, да? Да, все село, сказали, все уже отлично прошло. А в соседнем наследии сегодня перепись проходят иностранные граждане. Мигранты постоянно проживают в Якутии, возводят соцобъекты. Для них отдельная форма бланка. Переписчики пришли прямо на стройплощадку, где трудятся 70 рабочих. И все они прошли перепись. Заполнение данных иностранного гражданина отличается, во-первых, гражданством у них иностранное государство, место рождения, другое место жительства это тоже будет иностранное государство.
и национальность. Ну, если они находились больше года, то они записываются как постоянные жители, а если меньше, то временные. В районе работают 44 переписчика, 19 из них в Намцах. Там пункт организовали в самом центре села. Узнать переписчика просто: он одет в специальную форму, при себе у каждого планшета, бейдж с информацией о переписчике, которую можно проверить по QR-коду. Кроме того, все переписчики вакцинированы для собственной безопасности и безопасности жителей. В Намском районе по ТДР у нас закончили 4 муниципальных образования, это Заречный и Наслега. В данное время переписывается 15 муниципальных образований. На данный момент, на 2 ноября, 80% населения у нас переписалось. До начала переписи у нас с населением были разъяснительные работы по части электронной цифровой переписи. На сегодня в Якутии 5 лидеров по переписи населения. Это Мегино-Кангаласский, Горный, Амиконский, Сунтарский и Намский районы. Всероссийская перепись населения пройдет до 14 ноября, поэтому у каждого еще есть время поучаствовать в ней. Тем более с применением цифровых технологий. Это очень просто. Мадина Халикова, Павел Пахомов, Намский район. Действительно, переписчики работают в непростых условиях, но отметим, что все они вакцинированы, при себе имеют средства индивидуальной защиты. Что касается иностранных граждан, постоянно проживающих в республике, то и для них накануне организовали выездную перепись. У Якутской соборной мечети выставили пункты, это 7 больших автобусов. Каждый желающий после пятничной молитвы мог пройти перепись. Для мигрантов отдельная форма бланка и стандартные вопросы. До 14 ноября мы должны переписать все население, проживающее на территории республики. По иностранным гражданам, те, которые не имеют гражданства, у нас есть отдельные листы, называются лист В, и по ним, значит, по временным проживающим мы переписываем все их состав семьи. Вопросы стандартные, те же самые, но в более упрощенном виде. Там порядка 7-8 вопросов задается. И, кстати говоря, возможность принять участие во всероссийской переписи населения на портале госуслуг продлили до 14 ноября. В Росстате сообщили, что предложение о продлении онлайн-переписи до 14 числа было озвучено и поддержано на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Но сейчас небольшая пауза. Вернемся сразу после рекламы. Мы продолжаем программу. Радостные новости на этой неделе пришли из Ленска. Дипломантом Славянского литературного форума международного уровня стал писатель Сергей Москвитин. Он завоевал награду в международном поэтическом конкурсе «Золотой грант Германии». Произведения ленского писателя как в поэзии, так и в прозе, а также краеведческие издания известны далеко за пределами Якутии. Сергей Москвитин принимает поздравления. Встретилась с писателем и наш корреспондент Анна Кожевникова. Сразу 3 диплома международного уровня пополнили копилку наград известного ленского писателя, поэта и краеведа Сергея Москвитина. Он стал участником в 2 номинациях Славянского литературного форума «Золотой Витязь» и поэтического конкурса «Золотой грант Германии». Об этих значимых в писательской среде конкурсах Сергей узнал из электронного журнала «Литера». Такую высокую оценку творчества получить приятно. Буквально позавчера знакомая писательница из города Ярославля мне позвонила и поздравила меня с тем, что 2 мои книги были отмечены дипломами. Что может быть компетентнее, нежели жюри международного конкурса, такого престижного, как «Золотой Витязь». Попечителем этого конкурса, оказывается, является сам президент России. В 17-м международном литературном форуме «Золотой Витязь» участие приняли 358 произведений из 21 государства мира, среди которых не только страны постсоветского пространства, но и европейские, а также Соединенные Штаты Америки. Сергей Москвитин завоевал дипломы в 2 номинациях с книгами «Светоносные встречи» и «Подарок из ноосферы». Мы очень рады за нашего земляка, детская библиотека города Ленска. И я лично поздравляю его с этой наградой. Вот его книга, которая «Подарок из ноосферы», как раз завоевала там награду. Она у нас уже в библиотеке есть, их 3 экземпляра, она пользуется спросом. Потому что, к сожалению, наверное, не так много наших местных авторов пишут о краеведении, пишут о нашем родном крае. И это чуть ли не единственный литератор в Ленске, который пишет для детей. С произведениями Сергея Москвитина малыши знакомятся, что называется, из первых рук и уст. А девочка всех говорит: давайте мы его проучим. И они после школы взяли его и отмутузили. И больше он к ним уже не приставал.
Строчками своих произведений Сергей Москвитин дотягивается до сердец читателей в разных уголках нашей бескрайней родины и даже за ее пределами. А это ли не наивысшая награда для писателя? Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. И о спорте. Якутский полузащитник подмосковных «Химок» Артем Соколов вызван в юношескую сборную России на матче отборочного раунда чемпионата Европы, который пройдет в 2022 году в Афинах. Российские футболисты в групповом этапе предварительной стадии сыграют с командами Фарерских островов, Греции и Германии. В первом туре отбора они сойдутся с греками 10 ноября. В настоящий момент на счету 18-летнего Соколова 28 матчей в составе юношеской сборной, в которых он отметился 11 голами. В следующем сезоне полузащитник из Якутии провел 10 матчей в премьер-лиге за «Химки» и сделал 1 голевую передачу. Тем временем заслуженный мастер спорта России, якутянка Анастасия Диадорова, осваивает бионические протезы. Руки помощи появились у девушки совсем недавно, но уже стремительно вошли в жизнь спортсменки. Как работают девайсы и как идет процесс знакомства с протезами, выясняла Айсена Бурнашова. Пропылесосить квартиру, передвинуть стакан или обменяться с другом рукопожатиями. Протезы открыли Насте совершенно новые возможности. Бионические руки появились всего месяц назад, но уже подарили эмоций на годы вперед. Конечно, протез не передает тактильных ощущений, но даже вот осознание, наверное, того, что я могу это сделать, это очень кайфово, вообще очень прикольно. Протезы работают от сокращения мышц. Датчики улавливают импульсы и реагируют на них определенными движениями. В программе всего 36 хватов. С их помощью можно делать разные комбинации. Например, взять крупный предмет или взаимодействовать с более мелким ручкой или мышкой. И вот, например, сейчас я сокращаю бицепс, то есть кисть закрывается, когда я сокращаю трицепс, она открывается. Вся сложность в том, чтобы научиться отдельно сокращать эти мышцы. И, например, когда я беру стакан, я отключаю кисть, потому что я пока не могу, не напрягая мышцы, переносить, потому что все равно это, какой-никакой вес. Я надеюсь, что со временем я смогу научиться не сокращать эти мышцы при переносе каких-либо предметов. 2 протеза, каждый весит около 2 килограмм. Они заряжаются от обычной розетки. Аккумуляторов хватает на 2 дня активного пользования. Насте пока сложно управлять 2 девайсами одновременно, но каждый день она тренируется. Осваивая новые приемы, раскрывает потенциал протезов. Ведь именно их практичность и привлекла Анастасию. Вот сейчас я ношу только правую руку, потому что мне так удобней. В общем и в целом, наверное, больше для жизни они мне нужны, нежели чем для спорта. Вот я, например, стараюсь кушать с протезами и так далее. Конечно, это я умею делать без него и намного быстрее и комфортнее, но я стараюсь максимально применять, скажем так. Вот, даже в уборке применяю. Удобно доставать до труднодоступных мест. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В Якутском музее имени Емельяна Ярославского начала свою работу выставка, посвященная 130-летию первой экспозиции музея, где выставлено собрание различных предметов из фондов самого музея. За это время в его фонды передали различные предметы от коллекции минералов и предметов ботаники до большой коллекции фарфоровой посуды. Среди них есть и совершенно новые экспонаты, причем из далекой Южноафриканской республики. Это чароны якутянки Натальи Нкоси. Подробнее о них в сюжете Ульяны Шагиной. Наталья Нкоси – якутянка, которая во время локдауна, уехав на родину мужа в Южноафриканскую республику, не отчаялась и, чтобы не скучать дома, открыла семейный бизнес – керамическую мастерскую. Во время карантина мы не знали, что делать. Многие лишились работы. Вот мы сидели дома и как-то пришли к тому, что мы, в принципе, наша семья очень творческая. И мы начали встречать очень интересных людей, которые были в этом бизнесе. И мы решили попробовать себя в этом. И у нас неплохо даже очень получилось. И из-за этого мы решили основать свою собственную компанию, которая называется Нкоси Ceramics. Компания в городе Йоханнесбург. Якутянку руководит совместно со свекровью и невесткой. Такие женские компании, по словам Натальи, очень ценятся в Южноафриканской республике. Основное направление семьи Нкоси – производство ваз ручной работы в африканском стиле. Вместе с тем создает семья Нкоси и якутские чароны. Африканская керамика, она очень интересна тем, что используется лепка.
лепка животных, лепка растений, цветков. И для меня это было очень интересно, потому что я никогда раньше не видела такого, да, на вазах. Выглядело очень красиво, что я решила просто попробовать слепить на маленьких чоронах таких животных, мамонтов наших северных, цветки сарданы, медведей. 3 из них сегодня представлены на выставке в музее имени Ярославского. По просьбе работников музея Наталья отправила их из далекой Южноафриканской республики. Чороны с добавлением объемных фигур северных животных получились не только уникальными, но и открыли собой новую форму синтеза 2 совершенно разных культур – Якутии и Африки. Я сразу влюбилась в эти керамические чороны, потому что они совершенно необыкновенны. Но я сама люблю, когда изображают животных на каких-то предметах. Но тут вообще прям фантазия разыгралась, видимо, у автора. И они мне очень понравились. Традиционные якутские чороны в новой форме. Поэтому я и называю их синтезом 2 культур. Это 2 культуры. Это жаркая Африка, прародина человечества, и холодный север. Его совершенная форма чорона. Абсолютно. И цвета всех радуги, всех оттенков. Африканская керамика – это ремесло, возвышенное до искусства. Осколки глиняной посуды, обнаруженные археологами Африки, датируются 7000 лет до нашей эры. Так что для африканцев это не новое направление, вместе с тем очень популярное. Это моя страсть, мое хобби – керамика. Через нее мы сохраняем свою культуру, наше наследие, культуру народов Зулу, Свази и других племен Южной Африки. Это камба на африканс, на языке Южной Африки. Это национальная посуда южноафриканцев. Дизайн выполнен в виде хижины, очень популярная здесь. Ее ставят на огонь и готовят в ней разные блюда – пельмени, кукурузу и многие другие. Сегодня бизнес нашей землячки набирает обороты. Клиентами керамической мастерской семьи Нкоси являются первая леди страны, послы зарубежных стран из Швейцарии, Финляндии, Турции и из самой Южноафриканской республики. А недавно они подписали контракт с крупной американской сетью магазинов Home Goods, куда теперь поставляются вазы в африканском стиле от семьи Нкоси. Есть в планах и завоевать рынок Якутии в ближайшем будущем. Ульяна Шагина, Семен Афанасьев, Якутск. Ну и в завершении о погоде. Наступивший ноябрь будет теплее, чем в предыдущие годы. Так предсказывает народный синоптик Тарас Тарасов, Тускул. В первой декаде ноября в большинстве центральных районов днем температура воздуха будет минус 7-10. Ночью 15-18 градусов ниже нуля. Обещает много снега. Во второй декаде также ожидаются осадки. Днем температура воздуха около минус 15, минус 22. Ночью минус 25-30 градусов. И только в конце месяца похолодает до минус 35. По прогнозам народного синоптика, в Вилюйской группе и юго-западных районах ноябрь тоже будет теплым. Где-то средняя температура в центральных улусах будет 20 градусов в ноябре в основном, а в конце 30. А северные улусы, это Оймякон, Верхоянские, тоже 35-30 градусов будут в среднем, а в конце месяца только 40 будет. А остальные улусы, это где Калман-Дигирская зона, Арктическая зона, это где-то средняя температура будет только 20 градусов, тоже в конце месяца будет всего 30 градусов. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Ну и берегите себя. Помните, что единственный способ остановить пандемию коронавируса – это, безусловно, вакцинация и коллективный иммунитет. До встречи в эфире.